России сегодня отмечают День учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравил руководитель региона. А в столице и районах воспитанники учреждений чествуют своих наставников. В Алданском районе выросло число случаев ротавирусной инфекции. Врачи отмечают, что чаще всего к заболеванию приводит несоблюдение элементарных правил гигиены. А в Нерюнгринской ЦРБ прошло посвящение выпускников медколледжа и новичков, вступивших во врачебный персонал. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». Поговорим о главных событиях к этой минуте. С вами Василий Раченко. Здравствуйте. Айсен Николаев вошел в тройку губернаторов-лидеров Дальневосточного федерального округа. Он сохранил второе место и вплотную приблизился к первой десятке российских губернаторов. Итоги сентября опубликовала компания «Медиалогия». Кроме него в тройку лидеров по Дальнему Востоку вошли новый губернатор Приморья Олег Кожемяка и губернатор Амурской области Виталий Орлов. В рейтинге же российских губернаторов глава Якутии поднялся на 6 позиций и занимает 11 место по итогам сентября. В числе наиболее заметных медиасобытий, связанных с именем Айсена Николаева, стали победа на выборах главы региона и подписание указа об экологическом благополучии республики. А Северо-Восточный федеральный университет вошел в медную лигу рейтинга ТОП-500 лучших вузов мира по естественным наукам международного агентства Round University Ranking. СВФУ заняла по естественным наукам 17 место в России и 469 место в мире. В этом году отбор для включения в рейтинг прошли 625 из 800 ведущих вузов мира. По качеству преподавания вуз вошел в Серебряную лигу ТОП-300 лучших в мире, повысив свои позиции на 5 пунктов, тем самым заняв 15 место среди российских вузов. Ленские энергетики завершают ремонтную кампанию. Проведенные ремонты повысят надежность энергоснабжения потребителей в осенне-зимнем периоде 2018-2019 годов. На линии электропередач 220 киловольт городская Пеледуй произведен осмотр на участке протяженностью 220 километров и протяжка болтовых соединений. Значительный объем работ, связанный с заменой деталей опор, проведен на линиях напряжением 10, 35 и 110 киловольт. При этом использовались инновационные элементы из композитных материалов. Огромный объем работы, именно замена опор и их деталей, выполнен на распределительных сетях напряжением 6,04 киловольта. По плану ремонтные работы должны завершиться в начале ноября 2018 года. В Алданском районе возросло число случаев ротавирусной инфекции. Зачастую в больницу попадают из-за несоблюдения элементарных правил гигиены. Встречается и сальмонеллез, сопряженное с обезвоживанием заболевания, может привести к летальному исходу. Можно ли уберечься от острых кишечных инфекций, узнавала Татьяна Вахнина. Шоколадку и фрукты Саша съест только дома, после того, как вымоет руки. На прогулке больше никаких перекусов. Пару недель назад, поев на детской площадке, третьеклассница оказалась в инфекционном отделении с диагнозом «острая кишечная инфекция». В больнице мне очень не понравилось. Теперь я всегда буду мыть руки и фрукты. И буду следить, чтобы сестра тоже мыла руки. Овощи, фрукты, некипяченая вода, куриное мясо, яйца. Кишечные инфекции живут всюду. Бактерии могут также передаваться через грязные руки. Но основные заболевания это сейчас у нас ротавирусная инфекция, плюс случаи дизентерии, сальмонеллеза. Но дизентерия сейчас более-менее как-то меньше случаев. Сальмонеллез. Отдельно стоит сказать о сальмонеллезе. Возбудитель инфекции живет в мясе кур и на яичной скорлупе. Мясо, как правило, подвергается длительной термической обработке, которая уничтожает сальмонеллу. Яйца, используемые для приготовления глазуньи или омлета, необходимо мыть с хозяйственным мылом. Кипяток, конечно, убьет. Если кипятить его в течение 5 минут и больше, то кипяток убьет. Сальмонелла погибает при этой температуре. Но желательно, конечно, потому что многие любят яичницу, омлеты. Перед тем, как употреблять, конечно, стоит обрабатывать яйца. Острые кишечные инфекции проявляются, как правило, мощно. Не обратить внимания на них не получится. Тошнота, рвота, расстройство стула, высокая температура – таковы основные симптомы большинства. С обращением в больницу медлить не стоит. Прогрессирующая интоксикация и быстрое обезвоживание очень опасны.
Все зависит от степени обсеменения, то есть от количества попаданий бактерий и вирусов в организм человека и от состояния иммунной системы самого человека. Конечно, вызывает еще настороженность распространения ротавирусной инфекции. Защититься от большинства бактерий, поражающих кишечник, можно. Овощи и фрукты необходимо мыть. Обязательное кипячение воды. Сырая пища, например, молоко и мясо, должна подвергаться термической обработке. К числу основных мер профилактики относится соблюдение правил личной гигиены. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Айхальском отделении культурно-спортивного комплекса начался новый сезон. За лето спортивные объекты обновили, начнут свою работу и новые секции. Какие именно пользуются популярностью у детей и взрослых, узнавала Альбина Шарафидинова. В Айхальском отделении культурно-спортивного комплекса начался новый сезон. Однако и летом спортивные объекты не пустовали. 300 детей и чуть меньше взрослых посещали спортивный комплекс. Много желающих заниматься в секциях и сейчас. В новом сезоне жителям Айхала предложат новые направления. Планируем в декабре месяце. Это кроссфит. Будет у нас такая, как тренер-преподаватель будет вести. И планируем, конечно, бадминтон, потому что желающих очень много, спрос большой. Будут молодые специалисты вести. Летом на спортивных объектах провели ремонтные работы. В бассейне «Дельфин» заменили душевые кабины. Сегодня продолжается реконструкция горнолыжной трассы. Устанавливают подъемный механизм. В хоккейном корте «Здоровье» мы заменили сантехнические, трубы на пластиковые, поменяли полностью. Популярностью у айхальских ребят и взрослых пользуются секции по баскетболу, волейболу и дзюдо. Многолюдно в плавательном бассейне, занимаются в спортзале и легкоатлеты. Опытные тренеры научат в совершенстве владеть мячом, плавать брасом или кролем, освоить боевые искусства. У младшего возраста идет акцент на то, что у нас проходит общая физическая подготовка. Это в любом виде спорта, то есть ОФП это на первом плане. То есть нужно ребятишек крепить. То есть в таком возрасте у нас идет ОФП до 12-летнего возраста. Значит, с 12-летнего возраста начинаются уже такие более основные хорошие соревнования. Обновляется ежегодно и тренерский состав спортивного комплекса. На работу принимают молодых специалистов. У каждого тренера особый подход к ребятам и своя программа тренировок. Федор Цыганков в коллективе освоился быстро. Общий язык с тренером нашли и воспитанники. У молодого специалиста свой секрет в подготовке чемпионов. Мы уделяем конкретно день для прыжковой тренировки, уделяем дни для развития скоростно-силовой выносливости. И выделяем день конкретно игры, выявить ошибки, недочеты, может быть, что-то нужно подкорректировать, не знаю. Много разных способов, стараемся придерживаться к какой-то конкретной программе. Сегодня в Айхальском спортивном комплексе действует около 20 секций. Занятия по душе найдет каждый. Набор с секций продолжается. Впереди новый спортивный сезон, новые победы и рекорды. Альбина Шарафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В России сегодня отмечают День учителя. В Якутске празднование началось с возложения цветов к памятнику народного учителя Михаила Алексеева. В церемонии, которая прошла на бульваре Учителя, приняли участие воспитанники и педагоги Республиканского лицея-интерната. Традиционно в этот день поздравляют работников образования. Этот день носит очень большой смысл, это большое значение. Потому что как не учителя, да, они воспитывают будущее поколение, и то поколение, которое мы воспитываем, учителя, оно будет жить уже в будущем, и от этого зависит все наше будущее, жизнь нашей республики, нашей страны. Также ко Дню учителя и к 80-летию специальной коррекционной школе-интерната республики в Якутске презентовали книгу «Вижу и слышу сердцем». В книгу включили воспоминания учителей, учеников и выпускников, список директоров и заучей, работающих в разные годы, деятельность всех звеньев структуры школы, а также фотографии. Сборник вышел в 270 экземплярах. Книга адресована широкому кругу читателей, и в будущем возможно выход книги со шрифтом Брайля. Юбилейная книга посвящена школе, с которой началось становление системы специального образования в Якутии. В далеком 1938 году в селе Тюнгюлю она начинала, в школе училось 4 ребенка,
с особенностями, то есть слепых и слабовидящих ребенка. И вот за эти 80 лет система спецобразования сделала огромный скачок в своем развитии, не только количественный, но и качественный. А в Нерюнгринской центральной районной больнице сегодня прошло посвящение выпускников Нерюнгринского медицинского колледжа и новичков, вступающих во врачебный персонал. Новоиспеченные специалисты дали клятву Гиппократа. На торжественном мероприятии побывала и Александра Цыбикова. На ежегодном мероприятии посвящения в медики был полный зал зрителей, уже связавших свою жизнь с медициной. Ряды пополнили 5 врачей, среди которых 3 участковых терапевта взрослой городской поликлиники, врач-эпидемиолог и врач по организации здравоохранения и общественного здоровья. У нас в больнице работает институт наставничества. За каждым из них закреплен опытный сотрудник. Это или старшая медсестра, или заведующий отделением. Они всегда им помогают, могут прийти на помощь. Наставники помогают им войти в профессию и поддерживают их в течение вот этого первого периода. 25 специалистов среднего звена пополнили самые острые отделения Нерюнгринской ЦРБ. Новые кадры теперь в стационарном отделении, в терапии, в травматологии, хирургии и акушерском отделении. А на станцию скорой медицинской помощи прибыло 4 фельдшера. Я прошла в терапевтическом отделении свою практику после окончания медицинского колледжа. Очень много для себя открыла, узнала и много что показали. Помогать, взаимодействовать и что ты людям нужна в первую очередь. У нас очень хорошие наставники, очень опытные. Мы от них получаем большое количество знаний. Ну и надеюсь, что скоро мы станем достойной сменой. К прочтению клятвы Гиппократа организаторы отнеслись ответственно и творчески. Греческие наряды придали торжественной части зрелищности и вдохновляли специалистов на начало профессиональной деятельности. В ходе посвящения молодые специалисты отвечали на вопросы в виде викторины, с вниманием слушали слова наставничества и показали свои творческие способности. На мероприятии царила позитивная, дружественная обстановка. В завершении все молодые специалисты получили памятные подарки и фотографию на память. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.